На кадрах одна из финальных схваток ингушских юношей на международных соревнованиях по вольной борьбе в Ессунтуках. На ковре победитель весовой категории до 71 килограмма Исмаил Сакалов. Эту схватку борец выиграл со счетом 12-2, то есть досрочно. Всего юноша выходил на ковер 3 раза, последовательно расправившись с визави из Кабардино-Балкарии, Осетии и Армении. Последний из них – номер 1 рейтинга страны и участник чемпионата Европы. Первая схватка 13-6 холор, шолохчох. 13-5 холор, пола схватка 12-2 холор. По схватке аз и схватка холор соперникиш, диклот соперникиш бар. Касал идеально успех, ошибка жай, болду бердик моменты жай. Исмаил Сакалов начал бороться 10 лет назад. Будучи еще ребенком, в 7 лет в спортзал его привел отец, а далее закрутилось, завертелось. И как итог, победа на больших соревнованиях. Каждый тренер индивидуально работает над ошибками. Вот сейчас мы планируем провести сборы. 2 сбора планируем провести и будем работать над ошибками. Всего Ингушетию на соревнованиях представили 25 борцов-вольников. Из них 16 в числе четверки лучших в своем весе. То есть больше половины ингушских участников заняли призовые места. Среди них 6 первых, столько же бронзовых и 4 серебряных. Всего одной победы не хватило, чтобы стать первым Идрису Муцольгову. Первый схватка армянца, я раз на 10-8 корпе орсу. Шалай холла схватка, силька саутерса. Шиншинин 10 раз. Ну, мархабет подготовка я сразу подготовка еще. В соревнованиях принимали участие более 200 атлетов. Формат был международным, и поэтому, кроме российских, были представители Абхазии, Армении. Последние и составили самую большую конкуренцию ингушским борцам. Они, как и наши, заняли 6 первых мест, но проиграли по числу серебряных победителей. Благо, наша команда выступила достойно, заняла первое общекомандное место и подняли наш флаг. На самом деле было приятно наблюдать за этими соревнованиями. Особенно эти мероприятия проходили среди детей. И если дети сегодня показывают такой результат, значит у нашей вольной борьбы есть будущее. Вольная борьба – один из популярных видов спорта в республике. А турнир в Ессунтуках – первый старт ингушских борцов после перерыва в месяц Рамадан. Первый и пока самый успешный в этом году. Они хороший результат же принесли. Это для нас, для Ингушетии, это большое значимое дело. Я бы сказал, нам надо продолжать в этом темпе, помогать этим людям, чтобы они дальше еще показывали хорошие результаты. Триумф ингушских атлетов как итог долгих и трудных тренировок. Соревнования в Ессунтуках завершились, но впереди другие высоты. Летом у юношей всероссийский турнир в Нальчике, а значит, борцы снова должны уйти в трудовую рутину. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.